Вайкино сегодня настоящая широкая масленица. Здесь не просто провожают зиму, а выгоняют ее песнями, танцами и, конечно же, прекрасными блинами. С чем у вас тут сегодня блины? Чем накормите? У нас сегодня блинчики, печенка с картошкой, лук жареный, сема с семушкой блинчики, блинчики с творогом еще блинчики, простые блинчики, ажурные блинчики, так что угощайтесь. Обязательно. Давайте с семгой попробуем, конечно же, да? Пожалуйста, вам. Давайте. Так, Да. ну давайте вместе, почему я одна-то буду пробовать, да? Обязательно. Угу. Давайте. Прекрасно. Налейте чайку, да? Обязательно. Ну, все, зима точно ушла из Вайкино, из Республики Коми, с такими вкусными солнечными блинами. Вот так ярко и весело провожали зиму в Усть-Илымском районе. В эти выходные, к слову, гуляла вся республика. Дни голосования совпали с широкой масленицей. Жители Коми сначала приходили на избирательные участки, выбирали президента, а после стекались на центральные площади своих поселений. Гвоздь праздничной программы Вайкино – конкурс блинов. Отсюда голодными точно никто не ушел. Каждый удивлял как мог. Кто-то к блинам наливал чай из настоящего самовара, кто-то завлекал к своему столу яркими костюмами, а кто-то необычными рецептами. А у вас какие тут блины? А у нас блины ПП. У нас есть гороховые блины, блины с кукурузой уже разобрали. Блины какие? Кабачковые, со шпинатом были блины. Вот и на кукуруза еще остался один блинчик желтенький. Ягодные блины. Да. А кто рецепты придумывал такие необычные? Ну, конечно, мы сами. Мы дома стараемся это печь, стараемся придерживаться здорового образа жизни. А это уже Слободская площадь Эжвинского района. Здесь скоморохи прогоняли зиму и радовали народ веселыми конкурсами. Поехали! Оп! Побежали, туфельки не теряем! Здесь же в Эжве праздник устроили и на участке для голосования. В 30-й школе избирателей встречали с музыкой. Для них играл настоящий оркестр. Оркестр добавляет какого-то настроения праздничного. Обязательно добавляет. Очень приятная музыка. Вообще классическую музыку люблю. А вот так на санях да под гармонь на избирательный участок добиралась хозяйка усадьбы Варвош в Книжпогосском районе Гульнара Размыслова. У избирательного участка она настоящая звезда. Это мы выбираем для себя, для нашей дальнейшей жизни, как будем дальше жить. Праздничное настроение создавали на каждом участке. В республике устроили настоящие соревнования по креативности. В инте голосующих встречали крокодил Гена и Чебурашка и яркие исполнительницы в народных костюмах. Жители Коми сами приносили праздник на избирательные участки. Выборы президента стали первым важным событием в семейной жизни Чуты Циммер. Они стали мужем и женой в дни голосования. Сразу после торжественной церемонии регистрации Степан и Алена отправились на избирательный участок. Голосовали целыми семьями. Юлия Асташова пришла на избирательный участок со своими младшими дочками. А еще с ними в компании медвежонок и Чебурашка. И это ответственный выбор, потому что мы выбираем человека, который достоин вести дальше нашу страну. Были и те, кто голосует впервые. Диана Голосова из Сыктывкара в первый раз выбирала президента и при этом изучала выборный процесс изнутри в качестве наблюдателя. Интересно посмотреть, как проходит данный процесс. И также в этом году я сдаю ЕГЭ по обществознанию. Этот опыт мне пригодится. Молодежь должна приходить на выборы, ведь тем самым повышается наша политическая культура, что мы используем свое право избирать президента Российской Федерации. Проголосовать смогли все – и воркутинские оленеводы, и пожилые люди, и те, кто находится на лечении. Это госпиталь ветеранов в Сыктывкаре. Свой выбор сделали более полусотни человек. Мы сегодня голосуем за наше будущее, за наших детей, внуков, правнуков, за нашу Родину. Вот это самое главное. Зная, что сегодня, отдав голос за кандидатов в президенты, мы выбираем человека, которому доверяем. Вот и все.
Выбирали президента и осужденные. Избиратели в местах лишения свободы смогли заранее ознакомиться с порядком голосования, кандидатами и их предвыборными программами. Информационные материалы были размещены на стендах и транслировались по радио. В целом, по итогам выборов наибольшую явку показал Усть-Илымский район – более 77%. Сыграло большую роль то, что прошел поквартирный обход перед выборами. Вот. И, наверное, все-таки этот поквартирный обход нам и дает на сегодняшний день вот эту высокую явку. И то, что каждый член комиссии, мы же охватили, у нас 100% было охвачено поквартирного обхода, и каждый член комиссии, он составил для себя список, кого лучше навестить на дому. Голосование в Коми прошло без происшествий. На протяжении 3 дней за порядком на участках следили наблюдатели, представители полиции и МЧС, а еще видеокамеры. Каждый день завершался упаковкой бюллетеней в специальный сейф-пакет, который скрепляли маркой и подписями членов избирательной комиссии и наблюдателей. Полиция находится здесь и ночью, когда избирательная комиссия уже отсутствует. Все документы опубликованы в сейфах и находятся под охраной полиции. Все бюллетени подсчитаны, победители известны и понятен курс страны на ближайшие 6 лет. Его определили сами жители России. В дни выборов каждый проголосовавший проявил ответственность перед будущим своих детей, близких и, конечно, перед страной. Дарья Волокжанина, телеканал Юрган.